Заур Шалаша – ученый-экономист, чья сфера интересов выходила далеко за пределы этой узкой направленности. Его главным делом было строительство государства на прочных основах экономики и права. Как говорят его соратники, современное абхазское государство – плод труда, в том числе и Заура Шалаша. В эпоху Владислава принимались очень сложные решения экономические в таких стиснутых, жестких условиях. Ведь трудно найти путь правильный, потому что вариантов мало было вообще-то развития. И он в этом самое активное участие принимал. И как ученый, и как депутат. Заур Шалаша занимал депутатское кресло во втором созыве Народного собрания Абхазии, но разрабатывать законы ему пришлось и до этого. В 1994 году по поручению первого президента мы работали над проектом законов, проектами, точнее скажем. Таких законов было подготовлено около 20, были на Пицунде, мы даже в одной комнате с ним жили, работали, обсуждали это все. Это была большая работа. 6 человек у нас участвовало. Это закон о налогообложении, примерно 20 законопроектов было подготовлено за 12 дней. Это была такая хорошая штурмовая атака, можно сказать. Александр Страничкин вспоминает о Зауре Шалаша не только как о большом ученом, но и как о человеке, в котором чудесным образом сочетались педантичность профессионала и озорство веселого парня. Ну, есть смешной эпизод, может быть, не знаю, там меня простят или нет. Как раз мы находились на Пицунде ночью, уже спорили долго, это был час ночи, а в это время шел чемпионат мира по футболу. И Заур Иванович говорит Дауру Баганже, там телевизор у нас стоял один в коридоре был на Пицунде, и он говорит, дай, говорит, футбол посмотреть, там испаноязычные команды играли, а вы знаете, что он испанский язык знал. И Даур Баганже ему говорит, давай доработаем. И он ему говорит, что я у тебя в тюрьме сижу. Но это шутка, которая вот так вспоминается. Как говорит Александр Гулия, в СОИ не проходило ни одно праздничное мероприятие без участия Заура Ивановича. Он всегда помнил о днях рождения всех сотрудников и обязательно оказывал внимание именинникам. Он был хороший товарищ, внимательный был. Он помнил дни рождения. Вот в СОИ, например, да, вот все вот эти какие-то вот события, связанные там, я не знаю, с Новым годом, с 8 марта, с днями рождения, вот все вокруг него это крутилось. Это он заводил все. Сухумский открытый институт создавался по инициативе Заура Шалаша. Он сумел убедить президента Владислава Ардзинба в том, что Абхазии необходим еще один вуз. Основатель СОИ, по сути дела. Там учредителей было человек 9-10, но он был главным. Вот его эта идея была. Он пошел к Владиславу Григорьевичу, он объяснил ему, что вот такой вуз. И Владислав Григорьевич, кстати говоря, поддержал его тогда, эту идею создания этого второго института. И он сказал, да, нам везде нужна конкуренция, говорит, пусть это будет. Если он будет не конкурентоспособным, ну, что делать? А если будет конкурентоспособным, будет востребован, значит, он нужен людям, ну, и поэтому будет работать. И вот тогда вот как раз он тоже с нуля же создавал тогда этот СОИ. По сути дела, он. Мы тоже ему помогали, но он был главным. По словам Александра Гулия, Заур Шалаша был не просто генератором идей, он воплощал их в жизнь, причем с энтузиазмом, который заряжал всех вокруг. Всегда, когда есть какая-то идея, эта идея, идея носителей много, а предварителей идеи, ну, не всегда найдете. Как говорил один партийный работник, вот здесь по берегу много ходит идеоносцев. Ну и носить идею, это не значит, что ты способен что-то сделать. А он был способным. Заур Шалаша давал практические рекомендации руководству республики, то есть занимался тем, для чего и предназначена наука. Он изучал материал, разрабатывал стратегию и передавал в руки практикам. И очень разочаровывался, когда видел пренебрежение к труду теоретиков. Из закона о науке следует, что все государственные решения, принимаемые органами государственной власти, должны проходить научную экспертизу. Закон о науке принят уже 2000-х годов, но, к сожалению, никакая власть это не соблюдала. Сегодня в виде проектов, разработанных Академией наук, конкретно Институтом экономики и права, находится на рассмотрении у президента по их же, можно сказать, заказу. Мы это сделали. Там есть распоряжение президента, постановление правительства, а при необходимости внесения изменений в закон парламент будет тоже направлен. То есть
в том числе международные договора, о них речь идет, насколько учтены интересы Абхазии при заключении договоров. Я специалист по планированию, по экономике, я знаю, что это такое. Но меня никто не спрашивает, никому не интересно. А нужно заказать в Сочинском центре точно такой же проект. Название Абхазию поменяли на Крым. Они опубликовали с радостью. И вот мы должны постоянно вот так не доверять своим, а чужое. Ну, какие-то подозрения у меня есть, почему это делается, но это лучше остается за скобкой. Заур Шалаша сделал все, чтобы у Абхазии была возможность обучать и растить собственных ученых в области экономики и права. Он держался за каждого талантливого студента и аспиранта. Так о нем говорят его ученики. Ближе к окончанию аспирантуры вот все так было сложно. Подходил процесс организации защиты. И вот я подошел к Зауру Ивановичу, сказал: Заур Иванович, давайте я не буду защищаться и так далее. Тогда он пригласил меня к себе и говорит: знаешь, говорит, Давид, мы уже столько сделали. Так внимательно поговорил со мной как близкий родственник. Сказал, что наука все-таки, в науке необходимо немного самопожертвования. Он говорит: ты не смотри на материальную составляющую. Рассказал о себе, о том опыте, который он прошел, и его коллеги по науке у нас в Абхазии. Я сказал, что завершу это дело, и вот с его помощью состоялась недавно защита, и мне, благодаря Зауру Ивановичу, присудили ученую степень. По словам Давида Ардзинба, сегодня ему сложно представить, кто сможет взвалить на себя всю ту работу и ответственность, которую выполнял и брал на себя в Институте экономики Заур Иванович. Сложно представить, кто смог бы взвалить на свои плечи организацию работы такого крупного научного учреждения. Это большая работа, которую Заур Иванович тихо, скромно выполнял. Бывало даже за нас, за младших научных сотрудников, переделывал эту работу, никогда никому не жаловался. То есть это был человек, который всецело посвящал себя науке. Вот таким мы его запомнили. У Заура Шалаша было свое мнение по многим вопросам, касающимся экономики и политики. Он смело высказывал его и продвигал идеи, которые способствовали бы укреплению абхазской государственности. Независимость Абхазии, в том числе и экономическая, была основной целью его деятельности. Некоторые вопросы, которые должны были бы внутри Абхазии решаться, я не знаю, каких соображений, программа формирования общего экономического и социального пространства Абхазии и России почему-то вошли в эту программу. Или наши власти, может быть, такое задание было, что какие-то законы об образовании, совместная разработка написана. Эти вопросы некоторые мне трудно. Там таких очень много. Если посмотреть программу, там есть множество пунктов. Очень много мероприятий, которые как совместные, которые должны только исключительно здесь разрабатываться с учетом наших реалий конкретно, учитывая наши объемы производства и количество жителей и так далее, наши ресурсы. Наше будущее все-таки неосвоенное региональное сотрудничество. Множество договоров, более 50 заключены, но по факту реально, даже бывая в Северном Кавказе, выступая у них в Кабардино-Балкарии, в Дагестане, в других республиках, и там тоже многие хотят развивать с нами сотрудничество, хотят перерабатывать нашу продукцию. Хранилище, пока у вас нет, вашу продукцию мы можем в российские рынки поставлять, только до нас довести. То есть вопросы, которые должны в организационном плане технически решить возможно. Даже вот это у нас не происходит. Но многое из того, что он предлагал властям страны, реализовать не удалось. Хотя идеи эти весьма логичны. Он требовал от государства политической воли, ведь без нее даже самые глубокие научные труды, инновационные идеи и хитрые стратегии не имеют никакого значения. Денежно-кредитная политика у нас звучит очень красиво, конечно, но сами прекрасно понимаете, что насколько мы реально свою политику проводим, насколько ограничен наш национальный банк. В этом плане есть разные точки зрения. Как вы знаете, наш соотечественник Отрыба Анатолий предлагает свою собственную единицу денежную. Но если это невозможно сегодня, я уже вопрос постоянно ставлю, но движение, то есть поддержку я не вижу со стороны властей. В том плане, что Нацбанк Абхазии должен заключить договор с Центробанком России об обеспечении необходимой денежной массой нашу территорию. То есть это не только выплата зарплат бюджетникам или правоохранительной системе, то, что происходит, а то, что необходимо нашей экономике для того, чтобы простаивающие, я не говорю старые, восстановить, но на их основе в разных регионах Абхазии хотя бы
по одному-два объекта, где могли бы быть заняты наша местная рабочая сила, тем более специалисты в том же Тхуарчале и в других регионах остались и ждут, когда государство наше предложит какие-либо проекты. Отстаивать свою правду и трудиться на благо Родины Заур Шалаша начал еще в 80-е годы в университете. Затем это делать пришлось с оружием в руках. После войны, отложив медаль за отвагу, он взялся за строительство государства, прекрасно понимая, что самые ожесточенные бои еще впереди. Он воспитал множество специалистов. Возможно, кто-то из них продолжит его научный и практический труд. Марианна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.